Ритмично-громогласный торжественный звук, издаваемый ударным инструментом кюпсюр, для каждого представителя народа Саха волнителен, заставляет биться сердце в особенном ритме. Гулким звуком кюпсюр призван пробуждать силу духов наших предков, сплачивать в одно целое издревле роды, кланы, народ. По преданию, на заре 17 века наши предки с благословения Тегин-Дархана, верховного правителя хангаласских якутов, под предводительством духовного лидера, сильной женщины Нирбакан, прибыли из великой долины Туймада на благословенную, вольную Нирбу и поселились около озера Нирба на бескрайней долине Улусыги. Со времен Нирбакан род людской на Нюрбинской земле множился и процветал, созидал и творил. Нюрбинский район расположен на центральной якутской равнине. Площадь района составляет более 52 тысяч квадратных километров, что составляет 1/60 часть всей территории Якутии. На территории района 19 муниципальных образований, 1 городское и 18 сельских поселений, объединяющих 24 населенных пункта. Нюрбинский район является аграрно-промышленным. Основы промышленности составляют добыча алмазов, угля, производство строительных материалов, швейная и пищевая промышленность. Развитие промышленности связано с дальнейшей добычей алмазов, совершенствованием перерабатывающих производств, промышленной инфраструктуры на основе имеющегося внутреннего потенциала, привлечение внешних инвестиций, а также внедрение новейших технологий. Коренное население района занимается в основном сельским хозяйством, разведением крупного рогатого скота, лошадей, земледелием и охотничьим промыслом. Традиционное занятие и сегодня является основой семейной экономики сельчан. Действует 22 сельскохозяйственных предприятия. Среди них открытое акционерное общество «Нюрбинская птицефабрика», конный завод имени Степана Васильева, МТС «Нюрба-Агро», производственные кооперативы, 116 крестьянских хозяйств, около 5000 личных подсобных хозяйств. Нюрбинская земля гордится своими выдающимися земляками: Степаном Васильевичем Васильевым, выдающимся партийным государственным деятелем, Александрой Яковлевной Овчинниковой, советским партийным государственным деятелем, заместителем председателя Президиума Верховного Совета РСФСР, Александром Гавриловичем Гавышевым, видным государственным общественным деятелем, Чусовским Николаем Николаевичем, Кудряшовым Николаем Петровичем, героями Советского Союза, а также многими учеными, деятелями культуры и спортсменами. Благодатная земля Нюрбы взрастила немало выдающихся певцов: Таиксутов, запевал Асохая, Олонхасутов, и является хранителем традиционной культуры народа Саха, традиционных ремесел. Народное творчество всегда занимает ведущее место в общественной жизни района. В памяти людей сохранили эсэхи ЮНЕСКО 1991 года, эсэх Игорь Манчары 1997 года, где были впервые организованы церемонии кумысопития и встречи солнца. Мы гордимся тем, что наш район с честью провел республиканский эсэх Олонхо 2012 года, где был установлен необычный мировой рекорд по самому длительному исполнению хороводного танца Асохой. Тогда наш район был занесен в Книгу рекордов России. Нюрбинский район имеет богатую спортивную историю и славных исторических личностей. Прежде всего, у всех на устах имя Сафрона Андреева, легендарного Керякигиола. По словам старожилов, не родился с тех пор богатырь, имеющий и половину сил могучего Сафрона. Летопись могучих, сильных, выносливых нюрбинцев ведется от богатырей былых лет до сегодняшних чемпионов и олимпийцев. Любители спорта, ценители истинного мастерства и тогда и сейчас радуют нюрбинские борцы, прыгуны, боксеры, спортсмены победами, писавшие свои имена в истории якутского спорта. Руководство района, являя пример стремления к созидательному прогрессу, дальнейшему развитию, стабильности, идет по намеченному курсу интеграции имеющегося внутреннего потенциала, привлечения внешних инвестиций, а также внедрения новейших технологий. Сегодня приоритетным направлением руководством района определены здоровый образ жизни, массовый спорт, здравоохранение, сельское хозяйство, промышленность, культура.